А криминогенная ситуация в Таджикистане напрягает с каждым днем все больше. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете ситуации, которые вас удивят. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого интересного. В Душанбе 17-летнего парня подозревают в избиении молодого кинорежиссера и журналиста Бабаджона Мухтаджиона. Инцидент произошел 15 декабря на улице Анзоп, примерно в 19:40 у входа в парк Победа в районе Исмаили-Самани, сообщает УМВД города Душанбе. Ведомство подчеркивает, что хотя обращение Бабаджона было зарегистрировано как хулиганство, в тот же день расследование дела затянулось по вине самого истца, так как он не явился в следственные органы для обеспечения объективной проверки и проведения следственных действий. Подозреваемый без никаких оснований избил Мухтаджоева, в результате чего ему были нанесены легкие телесные повреждения, отмечается в информации. Управление сообщает, в настоящее время по данному происшествию проводится предварительное расследование в целях возбуждения уголовного дела в соответствии с требованием статьи 237 «Хулиганство». Согласно этой статье, его ожидает штраф в размере от 500 до 1000 показателей для расчетов, один показатель 64 самани, либо лишением свободы на срок до 2 лет. Стоит отметить, что о происшествии утром 25 декабря сообщил сам пострадавший на своей странице в Facebook. В своем посте Бабаджон Мухтаджион сообщил, что на него напали неизвестные возле его офиса в Душанбе, хотя прошло более 1 недели. Виновники так и не были задержаны. Молодой кинорежиссер и журналист выразил негодование, кто и за что его ударил. При этом он считает, что нападение на него никак не связано с его деятельностью в СМИ. Позже, по неизвестным причинам, этот пост был удален с его страницы. Бабаджон Мухтаджион – таджикский журналист и кинематографист. Ранее работал в телеканале ТВ Синамо, а сейчас в киностудии Таджикфильм и международной организации «Врачи без границ». Это не первый случай избиения журналистов в Таджикистане. Ранее таджикских журналистов избивали неизвестные. Известные журналисты страны Раджаби Мирзо, Хуршади Атавуло, Мулла Раджаб Юсуф и Далер Шерифов были среди избитых много лет назад, а виновные этих нападений до сих пор не арестованы. Ранее дважды был избит ныне осужденный таджикский журналист Гурбати. В одном случае виновные были установлены, во втором случае они остались неизвестными. Другой случай избиения журналистов был в мае текущего года. В это время на журналистов радио Азади Муллараджаба Юсуфи и Анушервана Арипова напали неизвестные, личности которых не раскрываются более полугода. Правоохранительные органы страны обещали найти виновных, но спустя время никто не был арестован за избиение журналистов. В отличие от предыдущих случаев, на этот раз злоумышленника установили, а его самого арестовали. Конечно, можно назвать это прогрессом, но не особо хочется. Как вам такая ситуация в стране? Страшно выйти на улицу, когда темнеет. Также милиция Душанбе задержала несколько человек, подозреваемых в избиении подростков в Душанбе. Также вечером 25 декабря в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков жестко избивает несовершеннолетнего. Точное число задержанных не сообщается, однако на видео попали порядка 10 человек. 4 избивают, 2 снимают, другие просто смотрят. Не сообщается и причина потасовки. Ведомство подчеркивает, что происшествие произошло 30 ноября текущего года на улице Фирдавси в Душанбе. Учащиеся образовательных школ номер 77, 78 и 57 по предварительному сговору жестко избили учащегося 8 класса школы номер 5. Все происходящее было снято на видео. Предварительное расследование продолжается, говорится в сообщении. Напомним, что на прошлой неделе за избиение 14-летней девочки 2 другими несовершеннолетними в Исфаре к ответственности привлекли их родителей. Как вам такие ситуации? И это достаточно за короткий срок. Свое мнение по поводу всего этого, и, возможно, вы знаете причины происходящего, напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.